14 февраля в клубе «Край Удмуртский» прошла творческая встреча с общественным и государственным деятелем и ученым Анатолием Ермиловичем Матвеевым, автором книг «Дорога к счастью», «Сказание о роде Матвея, сына Ивана» и «Выжике юн писпуно йон. Если корни крепки, то и древо плодовито». Заседание клуба открыла руководитель Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии Татьяна Васильевна Николаева. Она познакомила участников заседания с биографией героя вечера и провела обзор книжной выставки «Из рода Матвеевых. Джеч кадыслен емышес но джеч. У доброго семени и плоды хорошие». Выставка осветила разные направления деятельности Анатолия Ермиловича, показав его и как ученого и государственного деятеля, и как автора научно-популярных и документально-художественных произведений, и как представителя большой и крепкой семьи Матвеевых. Анатолий Ермилович Матвеев в течение 15 лет являлся членом правительства Удмуртии, возглавлял Госкомцен и Министерство социальной защиты населения. Об этой странице его биографии рассказала заслуженный работник культуры России, член Общественной палаты Удмуртии Анетта Петровна Сидорова. О редакторской работе над новой книгой Матвеева «Выжике юн писпуно йон» рассказала писательница Галина Васильевна Романова. А профессиональный литературоведческий анализ обеих книг дала доктор филологических наук профессор Анна Сергеевна Зуева-Измайлова. Присутствовавший на заседании клуба министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Михайлович Соловьев отметил. Сегодня удивительного человека мы чествуем, потому что, наверное, 100% к вам подходит. Если человек талантлив, он талантлив во всем. И как руководитель, и как семьянин, и как литератор, у вас все срослось. Я не могу сказать, что давно и хорошо знакомы, но я слышал эту фамилию, когда еще жил в Алнашах. Наверное, отвечая частично на ваш вопрос, наверное, фишка в том, алнашцев, что мы умеем гордиться и радоваться теми заслугами наших земляков, которые мы наблюдаем. Наверное, в этом секрет, потому что у любого человека на каждом этапе его творческой деятельности, научной деятельности, наверное, возникает потребность, чтобы его достойно оценили. И мы благодаря каким-то фестивалям, мероприятиям, творческим вечерам, наверное, умеем как-то поддержать нужный момент своих земляков. Это, мне кажется, очень важно. Я хочу вас поблагодарить. Наверное, к сожалению, мало представителей алнашского землячества. Такие вечера, мне кажется, должны проходить не только здесь, в маленьких залах, а в больших, и на нашей исторической родине с вами. Сам Анатолий Ермилович рассказал о работе над своими семейными сагами, поделился дальнейшими творческими планами. Вечер завершился выступлением сотрудников Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии, чтением стихов удмуртских поэтов и исполнением песни. Алнашин,